Антиковидная прививка за 12 минут. В Иваново теперь пристально следят, нет ли очередей в пункты вакцинации. На площадках установили видеокамеры и организовали онлайн-трансляцию. Так что перед тем, как идти на прививку, можно посмотреть, сколько людей вот прямо сейчас фактически у двери в процедурный кабинет. Удобно, быстро все, сразу же, без всяких проблем. А очередей и нет практически. Площадку в торговом центре расширили. Теперь она может принять до 700 человек в день. Еще, помимо поликлиник, работает просторный пункт вакцинации на железнодорожном вокзале. Мы выделили, что очень много жалоб на очереди, которые есть для записи на вакцинацию, и очереди в поликлиниках в процессе вакцинации. Эту информацию мы также донесли с фотографиями, которые присылают граждане, с конкретными, опять же, числовыми характеристиками. И после этого Департамент здравоохранения увеличил размер пунктов вакцинации. Проложить маршрут к иммунитету жителям Краснодарского края помогает новый телеграм-бот «Вакцина здесь». Он и навигатор до пункта вакцинации, и одновременно самый настоящий онлайн-справочник. Здесь вся информация, даже точное количество доз вакцины по каждому прививочному пункту. И что важно, данные обновляют постоянно. Такие вот звонки на пункт вакцинации волонтеров, они позволяют получить объективную информацию о конкретном наличии вакцины прямо сейчас. Не используя вакцины в холодильнике, которые с соблюдением всех элементов холодовой цепи, как говорится, эти вот 17 градусов, минус 18 градусов спутника ВИ, находятся и готовы к применению на пункте вакцинации. Кроме Краснодара, чат-боты по теме вакцинации появились еще в 21 регионе страны. Например, в Северной Осетии, Орловской области, Республике Саха. В Севастополе выбрали офлайн-формат. Там много обращений именно от пенсионеров. В первой поликлинике, прямо напротив регистратуры, теперь работает окно МФЦ. И там готовы ответить на любой вопрос про вакцинацию. А на вторую прививку тоже надо записываться? Дополнительное окно для обращений открыли после многочисленных жалоб. Пенсионеры не могли получить сертификат о прививке. Проблему решили сообща. Центр управления регионом, Департамент здравоохранения и цифрового развития. У них либо отсутствует, либо не подтверждена должным образом учетная запись на портале госуслуг. И поэтому человек не может вовремя получить свой сертификат. Помощь, в том числе консультационную, на ней получили более 1200 человек. В Хакасии сегодня самый настоящий тренд – выездная вакцинация. Вот прямо в юрте прививку делают сотрудники местного музея Хуртуях-Тас. Это сейчас в республике 68 выездных бригад. А когда прививочная кампания только начиналась, выезжали по обращениям. Одно из них было из отдаленного села Усть-Ерба. Там почти все местные жители хотели сделать прививку. Но добираться до райцентра было неудобно. В этот населенный пункт выехала выездная бригада и поставила первый компонент прививок. Но так как проблема, она системная и могла быть актуальна не только для жителей этого села, разработан график вакцинации, а в дальнейшем Минздрав системно увеличивает количество пунктов вакцинации и мобильных бригад. Пункты вакцинации, в том числе и мобильные, сегодня легко можно найти на онлайн-картах. Это как раз пример взаимодействия федеральных и региональных организаций с крупными технологическими компаниями. Отдельно идет работа по выявлению фейков. С начала июля диалог ведет по поручениям правительства поиск в интернете поддельных ресурсов о продаже сертификатов по вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом. Тогда цена вырастает и доходит до 20 тысяч рублей. Никаких записей в госуслугах от приобретения подобной бумажки не появится. Только за июль специалисты выявили почти 300 организаций, которые продают в интернете фейковые сертификаты вакцинации. И это уже виртуальная борьба с ковидом. Евгения Петрухина, Надежда Слугина. Вести.